Чабиева, научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Она сообщит нам и давно известные сведения о Курхарсе, и новые данные, которые были получены в последние годы. Пожалуйста, Танзила Сапарбиковна. Спасибо, Любовь Тимофеевна. С таким пафосом даже как-то надо теперь оправдать все ожидания. Так, у нас есть презентация, ее надо... Да, нужно запустить, и чтобы я могла возможность ее перелистывать. Есть такая возможность? Да. Ну, давай попробуем. Отлично, отлично. Тогда надо немного... Можно еще меньше сделать наше окошко, чтобы было видно? Мгм. Да, вот так, если можно, да, вообще. Итак, надеюсь, что и слышно, и видно в этом смысле, и презентация в том числе. Так, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте все, кто подключился к нам в прямом эфире. Сегодняшняя встреча наша посвящена достаточно интересной такой культурной составляющей, конкретно когда мы говорим о материальной культуре ингушского этноса, конкретно Курхарсу. И заявлена была такая тема, как Курхарс, этнография ингушского женского головного убора. Для того, чтобы это было наглядно, возможно, скажем так, продемонстрировать, был заказан специально из Ингушетии Курхарс. Он полностью соответствует тому макету, который был расписан в работах Крупнова по его экспедиционным исследованиям, проведенным в Горной Ингушетии, и также по тем лекалам, которые были обнаружены в результате разрушенного склепа в селении Цори, и там практически 11 курхарсов было обнаружено, и основной, в общем-то, характер этого курхарса, он практически тождественен тому, который был обнаружен в результате вот такого вот события в 2022 году. Поэтому это событие, в общем-то, легло в основу необходимости вновь посмотреть на специфику проблему головного убора, специфику, потому что, как выяснилось, согласно последним находкам, обнаруженным в Горной Ингушетии, что курхарс имели различного рода классификацию, типологию, широкую распространенность свою, судя по всему, и это станет одним из обоснований наших для того, чтобы некоторые положения, которые выносились еще в 20 веке в результате русских исследований на территории Кавказа, в общем-то, немножко дополнить эти данные, поскольку утверждалось, что курхарс — это исключительно головной убор, который характерен был, так скажем, представителем наиболее материально и финансово благополучным, представителем благополучных семей. И выясняется, что такая широкая распространенность курхарса, это, в общем-то, несколько это положение не подтверждает, наоборот, даже доказывает обратно, что курхарс был действительно женским головным убором, широко встречающимся на территории Горной Ингушетии, характерным для девушек, еще находящихся не в брачном союзе, даже до некоторые заметки до рождения первого ребенка носили курхарс. Ну и поскольку это праздничный головной убор, он, конечно, сопряжен с рядом элементов в культуре духовной ингушского народа, о которых мы, собственно, сегодня и поговорим. Вообще, когда говорят об головных уборах, в принципе, уже становится понятно, что это особая специфика материальной составляющей культуры любого этноса. В костюмах народов мира материальная вот именно часть головного убора всегда отражала достаточно интересные такие, будь то языческие религиозные верования, статусность данной культуры, значит, ее носителей и так далее, и так далее. В зависимости от того, какая ткань являлась основой изготовления, сама форма, орнамент, который наносили на поверхности головного убора, украшения разного типа и вида, это все тоже отражало статус, положение, соответственно, материальное благосостояние и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, конечно же, когда мы обнаруживаем такой головной убор, как курхарс, возникает гораздо больше вопросов, нежели ответов, потому что он удивителен по своему, собственно,
варианту исполнения. Во-первых, особенно так называемый рожковый курхарс, который выполнен в очень сложной своей конструкции. Он представлен такой формой, которая явно являлась не повседневной, безусловно, да, это все-таки головной убор более праздничного такого характера. И, конечно, он тоже подвергался некоторой эволюции, об этом мы с вами тоже сегодня, как говорится, скажем и отметим. Ну и первое. Так, попробуем, что-то у нас, да, немножко подвисло. Мгм. Так. Итак, некоторые слайды сразу отмечу, что распределяются на две группы. Значит, первая группа слайдов — это изображения фотографий, которые, в общем-то, являются некой частью современной этномоды в попытке реконструировать головной убор и встроить его в современную, скажем так, в том числе национальную моду. И чаще всего эти фотографии связаны с национальным ингушским ансамблем, которым, в общем-то, девушки обрамляют свой образ, так скажем, такими головными уборами, курхарсами и в целом одеянием, и исполняют народный танец. Но стоит отметить также, что есть еще одна особенность. Значит, да, есть еще одна особенность, что часть слайдов будет у нас именно относиться к категории курхарсов, которые были обнаружены в результате вот, собственно, того события, которое наблюдалось в 2022 году. Это склеп от соли, который оказался разрушен в результате паводка, и в глубинах, скажем так, этого замка, значит, археологи обнаружили, сначала совсем случайная была находка, что называется, затем подключили специалистов разных областей для того, чтобы они смогли, во-первых, описать, во-вторых, конечно, подвергнуть сохранности и дальнейшей, значит, работе с данными экспонатами. Наличие курхарсов отмечено было в количестве 11 штук. Это только женские головные уборы. Там еще огромное количество других головных уборов, в том числе мужских. Плюс еще найдены здесь различные элементы материальной культуры, как, например, музыкальные инструменты, и также обнаружены здесь украшения разного вида и типа. Поэтому это разрушение, да, действительно является, конечно, с точки зрения целостности монументального памятника, в общем-то, очень таким печальным событием, но, с другой стороны, это дало нам возможность сегодня этнографам и археологам поднять, как говорится, на поверхность огромное количество элементов материальной культуры ингушей, которые сегодня раскрывают нам некоторые тайны, с которыми и отвечают нам на те вопросы, на которые мы долгое время не могли ответить. Таким образом, курхарс – это оригинальный традиционный женский головной убор ингушских женщин. Он является атрибутом парадной выходной одежды. Значит, следующее. Да, у нас подвисает презентация. У нас проблемы с презентацией. Если у кого-то включен сейчас микрофон, попрошу его выключить, те, кто находится онлайн. Так, видимо, придется прям листать, да, чтобы бесперерывно. Да, видимо, он немножко, да, заедает. Итак, есть очень много сегодня в экспозиции музеев Ингушетии картин, которые посвящены, в общем-то, образу горянки, ингушки значит, в Курхарсе, и некая параллель с амазонками проводится напрямую, что называется, поэтому в картинах и Магожева, и Паланкоева это встречается весьма и весьма часто. Но хотелось бы вот этой цитаты, очень хорошей, содержательной, интересной, очень часто встречающейся в различных публикациях и, как говорится, на повестке главы региона очень часто заявляется такое выражение о особой специфике материальной культуры ингушей. И вот эта цитата очень часто фигурирует в различных, в общем-то, выступлениях. Таким образом, позднейшие образцы ингушской материальной культуры — это особый тип изящных боевых башен со ступенчатой крышей, женский народный головной убор курхарс, женские серебряные височные кольца, близкие к славянским семилопастным, простите, и другие являются выражением сугубо индивидуальных особенностей ингушей. Эти характерные черты не встречаются, например, в Северной Осетии. Все эти факты, доводы позволяют считать появление ингушских племен на Северном Кавказе в самом начале II века нашей эры наиболее вероятным. Далее
упоминается следующее, что значит, в архивах русского посольства первой половины XVII века упоминается, что женщины Горной Ингушетии носят на голове рога в пол-аршина. Упоминание об этом уборе ингушских женщин встречаем и в труде Клапрота, который отмечает, что такое украшение отличает кистинских женщин от татарских, например, кумыкских и черкесских женщин. Он дает довольно подробное описание убора и схематическое его, в общем-то, исполнение. Далее, да, хочу обратить ваше внимание, это фотографии реконструкции Фатимы Арчхоевой. Это фотохудожник, который работает сегодня в Ингушетии и пытается реконструировать, в общем-то, эпоху этнографическую, вот эту вот составляющую. И Курхарс, который здесь мы наблюдаем, единственное, конечно, он находится у нас в таком своеобразном представлении на фотографии, это задняя часть головного убора, он тоже очень часто встречался на территории Горной Ингушии. Далее. Тоже хочется такой портрет, в общем, Паланкоева. Он у нас встречается в заставке нашего анонса сегодняшней встречи. Очень известное изображение, в котором мы тоже видим горянку в головном уборе Курхарсе. Он имеет практически полную тавтологию, что называется, вот с тем головным убором, который я сегодня здесь нам представила. Это наиболее, скажем так, часто описываемый головной убор в работах Семенова, значит, Крупнова и других исследователей, которые экспедиционные исследования проводили на территории Горной Ингушетии и обнаружили многочисленные элементы материальной культуры национального женского костюма, в котором головной этот убор присутствует очень часто. При этом стоит отметить, что, например, в селении Нестеровское было найдено большое количество курхарсов, которые в последующем были описаны, значит, и сделаны были зарисовки. Эти зарисовки у нас тоже будут в кадре мелькать. Хочу показать также слайд курхарсов, которые являются результатом реконструкции Аси Саутиевой. Это, в общем-то, такой дизайнер, очень активно работающий в направлении не просто введения новой вот как этномоды, да, а именно попытки реконструировать Курхарс по основным макетам, основным лекалам, которые были обнаружены, во-первых, уже в поздний период в селении Цори, как я уже упомянула, и по тем зарисовкам, макетам, которые и лекалам, которые были в работах Крупнова также отмечены. Поэтому видите, да, собственно, сама форма, сам вид, как говорится, характеристики, особенности, цветовая гамма очень яркая, пестрая, и действительно головной убор Курхарса, он пользовался не просто особой такой сакральной значимостью, это было очень дорогостоящее мероприятие, и есть некоторые данные, согласно которым, что ценность одного Курхарса была аналогом вообще-то, значит, стоимости, значит, 5 коров, от 5 до 15 коров, чтобы вы понимали, да, то есть измеряли или мерили, простите, мерили ценность в этом смысле головного убора таким образом. Почему? Вопрос очевиден, и ответ тоже будет вполне очевиден, потому что эта работа была действительно искусная, ручная. Ткань, она была, естественно, привозная сюда, значит, и, соответственно, ручная вышивка, украшения, жемчуг, который, в общем-то, дополнял в целом головной убор, свидетельствует о том, что это было очень такой искусной работой, и мастерицы, которые изготавливали Курхарсы, они, в общем-то, их имена и фамилии в истории своей врезались, как говорится, прочно в памяти, и о них до сих пор, скажем так, не просто легенда, а исторические факты передаются из поколения в поколение. Это, во-первых. Во-вторых, нужно отметить и одну очень важную составляющую, что в целом именно период депортационный повлиял очень сильно на тот факт, что очень плохо, вернее, даже вовсе не сохранились курхарсы так, чтобы они были переданы из поколения в поколение. То есть во время депортации, высылки ингушские женщины первое, что пытались сохранить из материальных ценностей, да, так скажем, находящихся в своем ведении, это как раз-таки курхарсы, и очень, скажем так, трепетно пытались их спрятать в надежде, что по возвращению они смогут их здесь обнаружить.
единственный один случай упоминается в истории своей. С этим случаем со мной поделилась в ходе полевых исследований и интервьюирования Ася Саутиева, что ее, значит, если мне память не изменяет, как раз-таки прабабушка, она с собой забрала во время депортации один курхас, который она хранила в особом таком вот сундуке, и считаю, что это является бесценной реликвией семьи, особенно по женской линии. Но, к сожалению, поскольку в период депортации происходило перемещение из одной территории в другую, Средняя Азия, Казахстан, как нам известно, и там приходилось практически выживать представителям ингушской национальности, то Курхарс был в результате утерян. Поэтому это была большая печаль для женщины, которая, в общем-то, с большим трепетом рассказывала о том, что это не просто реликвия, это дань уважения к прошлому, и в том числе, поскольку это была реликвия, передаваемая из поколения в поколение, то есть и ей, в свою очередь, доставался этот предмет от ее, по ее женской линии. Поэтому к Курхарсу относились действительно очень трепетно. Это играло очень такую весомую, сакральную роль. И плюс ко всему нужно отметить, что Курхарсы имели очень тесную связь с религиозной составляющей, поскольку до принятия ислама, до проникновения фактически монотеизма на территорию Горной Ингушетии представители ингушских обществ были в основном язычниками. И во многом, когда мы пытаемся расшифровать, скажем так, в кавычках, значит, значение, символику и, в принципе, характер Курхарса, мы во многом перекликаемся, пересекаемся с языческими культами. В данном случае или наиболее в ярком выражении это будет, конечно же, тотемизм и фетишизм. То есть тотемизм в представлении, скажем так, сакрализирования, сакральности, простите, значит, флоры и фауны в данном случае это конкретно будет это, безусловно, фауна. Значит, если мы говорим о фетишизме, чтобы сохранить какие-то элементы в качестве оберега, которые носили бы, ну, конкретную фетишистскую, если так можно выразиться, свою функциональную характеристику. Далее, вот, собственно, Ася Саутиева, которая активно сейчас ведет работу по реконструкции, она передает эти навыки подрастающему поколению. Ее вклад, он очень значителен. Почему? Потому что есть попытки представителей других этносов, значит, реконструировать Курхарса в том виде, в котором он бытовал в свое время, но это пока, в общем, не увенчалось успехом. В свою очередь, Ася Саутиева очень, в общем-то, тонко подходит к этому вопросу, и в данном случае вот этот Курхарс именно создан ее руками. То есть это ее ручная работа, в которой практически в полной мере она отразила все этнографические составляющие, с которыми сталкивалась в ходе анализа курхарсов, которые ей поступили как говорится, в работу в 2022 году. Далее тоже, вот видите, выставка. Здесь мы видим элементы Курхарса, орнаментальные рисунки. То есть есть целый, не просто музей, а это так называемый этноателье, если можно выразиться, в котором ведется активно в этом направлении работа. Еще мне очень, скажем так, очень понятна стала мысль, с которой поделилась со мной Саутиева относительно того, что современные шапки, которые вот так часто встречаются на Кавказе, вот эти, что называется, урезанные формы Курхарса, фактически, если так можно выразиться, они, собственно, являются неким элементом эволюции самого Курхарса, потому что с каждым последующим периодом, сталкиваясь с некоторыми проблемами, скажем так, здесь, если мы берем с вами период Средневековья и по началу 20 века, период стабильности, значит, Ингушетии не в этом смысле, как и в целом Кавказ, не определялись, поэтому, конечно, деформации или генезису, или эволюции подвергались, значит, различные элементы культуры, в том числе Курхарса. К тому же есть и бытует такое мнение, что, значит, резкое как бы исчезновение Курхарса, значит, элемента национальной, так скажем, национального женского костюма связано с тем, что к концу XIX века, начало XX века происходит окончательный процесс исламизации, значит, ингушских обществ, и стал этот головной убор неуместен, поскольку он отражал в основном языческие верования, языческие представления в этом смысле ингушей. С другой стороны, Курхарс очень четко определял вот ту роль, которую выполняла женщина в ингушских обществах, потому что Курхарс могли носить
носить исключительно в праздничные дни. И самый распространенный праздник, который, в общем-то, среди женщин пользовался, как говорится, большой популярностью, это был праздник женского дня, когда женщины уходили наиболее отдаленную часть от места своего проживания. Это был исключительно женский коллектив. Все они были, значит, наряжены в полной мере, значит, в соответствии с их тогдашней, если так можно выразиться, моды, в том числе элементами курхарса. Не подпускали ни одного представителя мужского, значит, мужской части населения, значит, даже если есть такое представление, по крайней мере, которое сохранилось в памяти, значит, значит, представителей старшего поколения женщин, что если вдруг мужчина все-таки попадал в эти ряды, он мог, в общем-то, явно живым оттуда не вернуться. Поэтому это была обязательная практика, очень четко ограничивающая, табуировавшая, в принципе, присутственности мужского, представителей мужской части населения в этом мероприятии. И в этот день женщины могли себе ни в чем не отказывая, весьма праздно проводить время. Это прям была, что называется, святая святых. Вот этот головной убор курхарс как раз-таки очень часто сопряжен с понятием сув, а сув — это понятие, которое относится исключительно к той женщине, ингушке, которая исключительно в своем характере, манере, знаниях, навыках и так далее, и так далее. Она должна умело, значит, вышивать, шить, готовить. Она пишет стихи, она поет песни, она играет на музыкальных инструментах, она вполне, возможно, владеет, значит, холодным оружием и так далее, и так далее, и так далее. Вот это понятие сув, оно сейчас постепенно реконструируется в ингушской культуре, то есть происходит процесс реконструирования, поскольку постольку в период, значит, 40-х годов 20 века многие эти элементы стали традиционных понятий, значит, каких-то наречений и так далее, они стали вымываться из культуры. Сегодня попытка реконструирования, она наблюдается. И, в принципе, тот же самый дизайнер Ася Саутиева и ее команда, что называется, пытается, в общем-то, я не знаю, как это удастся по факту своему, но есть попытки вернуть в национальный, так скажем, характер, в национальную моду такой вот замечательный головной убор. То есть такие попытки делаются. Поэтому, в принципе, мы наблюдаем, скажем так, новые тенденции в этномоде. Да, здесь тоже мы видим головной убор. Это такая более упрощенная форма. Это чаще всего встречающийся, наверное, в повседневности своей головной убор, тоже как одна из форм видоизмененного курхарса, который встречается в Горной Ингушетии. Впервые нужно отметить, что есть некоторая разница в упоминаниях, значит, наиболее ранних и поздних, что называется, курхарса. В различных исследованиях даются разные датировки, но вот впервые упомянуто был в 30-х годах 17 века в списке русских послов, значит, проезжавших через Ингушетию. И там есть такое предложение, которое я решила тоже вынести в презентацию. А жонки носят на головах что роги вверх поларшина. Отмечает это путешественники, прибывшие в Грузию через, значит, земли ингушей. Это в работе Студенецкой с отсылкой на архивные источники имеет место быть. А на слайде сейчас как раз-таки мы видим с вами особую так называемую тесьму, но уже по ткани, не по коже, которая, видите, в таком удивительном орнаментальном рисунке выполняет функцию прикрывающей часть ткани затылка. Вот она, та самая часть, которая вот у нас здесь наблюдается. Я надеюсь, что вам вот видно. Далее то, что тоже стоит отметить, что о курхарцах писали видные ученые-кавказоведы, Клопрота я сегодня упомянула, Генка, Семенов, Крупнов. Множество экземпляров курхарцев были обнаружены во время экспедиции Ингушского научно-исследовательского института в Нагорной полосе Ингушетии с конца 20-х годов и вплоть до 1941 года. Интересные находки обнаружены, как я уже сказала, в 2022 году при обвале склепа в селении Цори. Далее. Крупнов, Семенов, Виноградов и другие исследователи в результате раскопок представили нам различающиеся между собой формы курхарса. Я уже сегодня упомянула, что они действительно имеют отличительные особенности.
И по сей день сохранилась его архаичная форма. Это ингушская шапочка. Помните, я не упомянула, да, чуть раньше, так называемый кий, которая нашла распространение у ряда народов Северного Кавказа. То есть вот этот самый головной убор, который, в общем-то, является образом, часто встречающимся в свадебном наряде, да, это вот как раз-таки та усеченная форма курхарса. Вот если бы мы вот так вот с вами срезали вот эту верхушку, практически это получается та самая шапочка ки. Далее. Читаем у Калоева в работе «Осетины». Осетинский женский костюм ничем существенно не отличается по своему покрою от мужского. И ссылаясь на Клопрота, он пишет, что у черкесов и осетин девушки и молодые женщины носят круглые шапки, подобно мужчинам. Вот эти самые шапки, о которых я говорю, та самая усеченная форма. Да? Далее. Курхарс был далеко не у всех, и, как отмечает Крупнов, его носили лишь женщины из зажиточных семей. И если вы помните, я в самом начале сказала о том, что это ошибочное мнение, поскольку в последующем все чаще обнаруживаемые курхарсы на территории Горной Ингушетии в их количестве свидетельствуют об обратном, что это был широко распространенный головной убор. Но у девушек, подчеркивается, у девушек, да, которые, в общем-то, даже, да, в момент замужества, понятное дело, еще носили, но до рождения первого своего ребенка. Поэтому этот головной убор, да, он имел вот эту статусность, как говорится, в положении женщины в добрачном отношении, чаще всего встречающееся, да, упоминание. Но, по всей видимости, поскольку Крупнов, хотя он обнаружил более 40 значит, экземпляров курхарсов на территории селения Нестеровское в Ингушетии, тем не менее он был убежден на тот момент, что это все-таки такое более парадно-выходное, значит, украшение головное, если так можно выразиться, да, и при этом редко встречающееся в широкой такой своей полосе. Но тем не менее мы видим обратное. По мнению уже Семенова, ингушские женщины носили этот головной убор с 17 века до начала 19 века, а Крупнов считает, что с 15 века по 17 век. Но здесь я тоже хочу отметить следующее, что, во-первых, ингуши в прошлом не были, скажем так, единым этносом, да, то есть такой вот этой идентификации, скажем, такие представления о какой-то общей этнической культуре еще не было сформировано в полной мере. Жили в основном понятием ингушские общества, да, по принципу там джейраховцы, там, я не знаю, карбулаки и так далее, и так далее. И, конечно же, в зависимости от того, горная эта часть или плоскостная часть, жизнедеятельность и бытование курхарса, оно могло резко отличаться. То есть в горной части, например, чаще всего встречается курхарс. На плоскости видно уже вот какое-то отхождение. Почему? Потому что там больше связей. Мы не забываем, тот самый Великий Шелковый путь проходил. Почему и используется бархат, шелк и прочие элементы. Где-то даже ракушки были обнаружены в качестве украшения на головном уборе. Казалось бы, где они здесь поблизости могут быть обнаружены, значит, они были привозными, скажем так, или закупались специально для, допустим, дополнения декора головного убора. Поэтому время бытования, скажем так, оно может различаться по принципу, где его чаще всего обнаруживают и где в меньшей степени. Это, во-первых. Во-вторых, нужно отметить, что ошибочное мнение, что исключительно там, допустим, до 17 века. На самом деле, вплоть до начала 20 века курхарс присутствует. Но из-за того, что происходит его генезис, видоизменения, мы обнаруживаем несколько различающиеся его формы. Это, во-первых. А во-вторых, потому что в связи с исламизацией региона, значит, процессами, значит, новых монотеистических религиозных представлений, где-то в каких-то обществах, в которых это было религиозное верование принято в полной мере, там мы наблюдаем отход, как говорится, да, от всего, что было связано с языческими культами, практиками и так далее. В том числе те самые праздники, которые я сегодня называла как женский праздник, да, сисгицей, так называемый, да, сисок это означает женщина, в том числе сисок обычно относится к женщине, уже находящейся в брачном союзе, то есть замужней женщине. То есть в этом смысле мы можем видеть разницу мнений, которые существуют в этнографической науке, но мы опять-таки ссылаемся на то, что в связи с разными условиями проживания ингушских обществ и отсутствие той самой консолидации, которая уже оказалась возможна в 20 веке, мы наблюдаем вот эту принципиальную разницу, где в большей степени, где в меньшей степени, где действительно вот эта форма наиболее классическая представлена, где она не встречается так часто и так далее, и так далее.
Далее, я говорила о том, что обязательно представлю зарисовки по Крупнову, да, относительно Курхарса. Хочу показать вам, как они выглядят. Первый и второй случай, это конкретно идет речь о Курхарсе. Курхарс, причем часто встречается, что ставят через тире дефис, да, понятие кур и тире харс. Значит, селение Фалхан. А второй случай, то есть изображение под номером 3, это опять ингушский головной убор из Нестеровского могильника, 5 век до нашей эры, согласно Крупнову, но он не является таким вот классическим типом Курхарса. Скорее всего, это изображение, которое свидетельствует другому типу головного убора, который называется чогл. Чогл – это то, что мы с вами еще отметим на следующих слайдах. Далее. При обследовании нетронутого женского погребения в кладообразном гробу в надземном склепе селения Гарак в 1929 году было отмечено, что подобный убор был положен под голову погребенной. Судя по приведенным данным, Курхарс носили ингушские женщины, по крайней мере, с начала 17 века до начала 19 века. Это данные, которые предоставляет нам Семенов в результате археологических изысканий в Ингушетии, которые он проводил в 25 и 32 годах. Кстати, вот на слайде изображен Курхарс, который обнаружен в селении Цори. Обратите внимание, как прекрасно он сохранился, да? Прекрасно сохранился. Видна, во-первых, виден рисунок орнаментальный, мы видим саму форму хорошо сохранившуюся, видим текстиль, то есть материал, который в этом смысле использовался для шитья, видим цветовую гамму. И хочу обратить внимание, что наиболее часто встречающийся цвет Курхарса – это либо красный, либо такой, значит, бордовый, такие очень благородные оттенки. Но упоминается, что среди находок при Семенове и, значит, Крупнове такие, значит, Курхарсы, которые имели, допустим, такие фиолетовые, значит, оттенки ближе к сиреневым, что называется, и так далее. Ну и зеленые вот эти вот, собственно, элементы, которые вкрапляются в сам Курхарс вот в качестве некоторых дополнений, да. Поэтому действительно, как я уже говорила, сохранность удивляет очень, значит, Курхарсов, обнаруженных уже в 22 году. То есть, несмотря на вот длительный период своей неэксплуатации, отсутствия этой самой классической сохранности, тем не менее, видно, что действительно изготовили мастера на века. Ну и Семенов также пишет, что нередко встречается особого рода головной убор, подобие изогнутого рога, суживающегося кверху, значит, и загибающегося спереди. Он сделан из тонкого войлока, обтянут красной тканью, украшен перекрещивающейся, что называется, перевязью, круглой выпуклой серебряной бляхой, значит, и старинное название такого убора – курхарс. Здесь она у нас, вот эта так называемая круглая пряха, наблюдается, если вы видите, да, вот она, эта часть, вот и передняя часть. Ну, чтобы вы понимали, головной убор носили следующим образом. Я его покажу на себе, да, чтобы наглядно было понятно. Да, это специально свисающие. Я вот таким вот образом. И сколько вы ищете, да? Для того, чтобы иметь возможность показать наглядно, как это будет нагрето. Вот эта часть получается у нас передняя часть. Спасибо. Я ингушка. Мне можно. Так, далее. По описанию, значит, из того же, из чего изготавливали, да, тут очень много версий, которые возникают, но чаще всего встречается описание вот такого характера, что само основание курхарса, оно составлено фактически, значит, из войлока, которые пропитывали, значит, особым растительным клеем для того, чтобы придать этому курхарсу вот эту самую устойчивую форму. И, судя по всему, растительный вот этот клей был действительно очень
очень крепкий, раз эти курхарсы фактически сохранились в том же виде, в котором они функционировали в указанный период, это во-первых. Ну а во-вторых, нужно отметить, что в зависимости, конечно, от достатка семьи, курхарсы могли различаться, да, то есть где-то это могло быть домотканное сукно основным элементом, значит, изготовления курхарса, а где-то это будет шелк, бархат, тесьма и так далее, и так далее, и так далее. То есть вариации в этом смысле могут быть абсолютно разные. Также обратите внимание на слайд, это также обнаруженная находка в селении Цори. Эта рогатая шапочка входила в число 3 основных особенностей, отличавших ингушей от других северокавказских народов. Эти особенности подчеркивал Крупнов в 1939 году, и больше нигде на Кавказе эти особенности не были отмечены. Я специально беру все в цитаты, что в кавычки, чтобы вы видели, что это цитаты из конкретных исследований и работ. Далее. Значит, женские головные уборы отличались значительным разнообразием больших и малых размеров, платки, шали, шапки. Ингушские девушки, в отличие от чеченок, на свадьбу надевали шапочки в виде усеченного конуса, украшенного золотым и серебряным шитьем. А в период позднего средневековья знатные ингушские женщины носили особого рода головной убор курхарс, внешне похожий на изогнутый рог и колпак. Основа его делалась из войлока или кожи, а в более поздние времена еще из бересты. Далее. Сверху убор украшали шелком, атласом, чаще всего красным. Да. Передняя часть курхарса украшалась серебряной бляхой, как я упоминала ранее, округлой формы или перекрещивающейся перевязью. Тыльная часть головного убора покрывалась куском дорогой ткани. Это был бархат, шелк и парча, нередко вышивкой серебром и золотом. К основанию курхарса пришивался подзатыльник. С помощью тканых орнаментированных лент, пришитых также к основанию женского убора, он завязывался. Вот вместо вот этих вот плетений, что называется, были именно ленты, которыми потом завязывали головной убор, чтобы он более устойчиво держался на голове. Курхарсы пышно орнаментировались растительными геометрическими узорами, солярными знаками, изображениями человеческих фигур и мифических животных. Это отсылка к очеркам этнографии чеченцев-ингушей до революционный период, Виноградов, Хасбулатовы, Чахиев и так далее, в публикациях. Далее. Тот же самый Виноградов, значит, и Абдул-Вахабова, Чахкиев в своем исследовании опирается на значительный вещевой материал, там более 40 было экземпляров, приводит фотографию, рисунки и обширную библиографию, и автор анализирует сам термин курхарс и высказывает ценные суждения о его генезисе, о связях с другими народами. К самому понятию термина курхарс тоже очень много вопросов, поэтому я этому вопросу также уделила внимание, и о нем я скажу чуть позже. Генка отмечает в своей работе, что из культурного прошлого культурного прошлого ингушей, что, значит, описание пути через горы содержит ряд любопытных этнографических подробностей, заставляющих пожалеть о недоступности в печати столь выдающегося материала для изучения Ингушии XVII века. Так, например, сообщается, что в пути через кабаки горских владельцев сии кабаки расположены по обе стороны сего ручья, дома в них каменные, выстроены в горах, мужчины одеты по-черкесски, а женщины носят на головах рога в поларшина. Да, вот это тоже упоминание у Генка имеется. По семантике слова «курхарс» однозначно с переводимым к лапротам ингушским названием чугул, о котором я сказала ранее, гребень у птиц. Кур по-ингушски переводится как рог, хохол, чуб, то по некоторой версии. Да, по крайней мере, те словари, которые имеются у нас сейчас, они об этом, в общем, свидетельствуют. Но тот самый чугул я не случайно, в общем, дублирую то самое изображение по Крупнову, поскольку вот этот вот головной убор под номером 3, он, в общем-то, в полной мере его представляет. Далее, как отмечает Лилия Тареева, курхарс – это сложное наименование, состоящее из 2 корней. Исторический генезис данного слова связан корнями с сильно синтетическим строем ингушского языка. Первая часть кур обозначает прическа, рога, гребень, хохолок. Вторая же часть харс обозначает запрокинутая. А противоположное понятие харцы вместо харса, да, будет опрокинувшая. То есть получается, что эта часть волосы, да, прятались вот в эту сторону, то есть наоборот, что называется, запрокинутая. Поэтому к вопросу о понятии курхарса, в общем-то, бытуют разные мнения. Во многом они сопряжены с все-таки языческими
верованиями, которые практиковались на территории Ингогорной и плоскостной Ингушетии на протяжении практически длительного времени, вплоть до конца XIX века. Значит, несмотря на то, что попытки исламизировать эти регионы были очень часто встречающимися, и некоторые общества действительно исламизированы были более в ранний период, но тем не менее элементарно дословный перевод слова «кур», что называется, да, рок, там, значит, по-разному это определяется, значит, лингвистами, очень часто сопряжено с действительно той формой, которая у нас, в которой выполнится, что называется, курхарс. Далее. Находки в Цоре. Среди цоринских находок, как я упоминала, оказалось 11 курхарсов. Часть из них хорошо сохранилась, что сделало возможным наше живое прикосновение к традиционной культуре ингушей 17-18 веков, к нематериальному этнокультурному достоянию ингушского народа. Вот этот головной убор, который сейчас изображен на слайде, он тоже обнаружен здесь, в этом склепе. Их достаточно много. Это наиболее упрощенная форма, скорее всего, носящая повседневный характер, потому что классический курхарс носили, как правило, в праздничные дни. Далее, несколько слайдов, на которых будут изображены курхарсы. Вот как раз в находках Цори мы видим вот хорошо сохранившаяся форма самого курхарса. Да? Далее посмотрим тоже здесь изображение. Да, да. Да, здесь вот та лента, да, та лента, это та, что описывается как раз вот по предыдущим материалам, да. Здесь я поэтому отметила, что здесь, скорее всего, это идет вопрос декорирования для того, чтобы еще большей степени дополнить, да, да. Далее, вот здесь мы видим тоже курхарс очень хорошо сохранился. Вот эта затылочная часть, вы видите, если мы говорим там о верхней вот этой половине, она как раз-таки представлена кожей, вкладкой с тиснением. Тоже мы видим, это боковое, да, то есть вот как он выглядит по факту своему, если мы смотрим боковое. И вот посмотрите на этот прекрасный рисунок, орнаментальный цветочный орнамент, да, который, в общем-то, покрывает кожу, что называется, и дополняет в целом вот эту самую главную ключевую вставку курхарса. Хочу сразу отметить тот факт, что интересно данные, которые мы получаем с точки зрения вот этой сопряженности курхарса с религиозными представлениями ингушей в Средневековье, в древности, относительно некоторых элементов, которые использованы в декорировании. Да? Вот, например, вот эта бляха так называемая. Чаще всего, кстати, встречается медная или серебряная. Золото не очень было популярно, судя по всему, значит, в Ингушетии. В основном доступный элемент материала это было серебро, поэтому оно часто встречается, но кто-то упоминает это в качестве солнечного диска. Но есть описание, в котором упомянуто, что речь идет о Луне. И тоже интересно, да, значит, что Луна являлась, тоже играла такую сакральную роль в языческих верованиях ингушей. И когда я читала этот материал, мне это стало очень близко понятно по той традиции, которая до сих пор практикуется. Не знаю, насколько часто, но я периодически это встречаю, когда, значит, новая луна, да, новая луна появляется. Значит, женщины любят вытаскивать из кармана монетку, да, и, да, денежку, что называется, и вот как-то ее прикладывать, как говорится, визуально к луне для того, чтобы, возможно, она принесла благополучие, успех, в том числе денежный, материальный успех, вот, да, очень часто. Поэтому эта традиция сохранилась, возможно, она имеет некий, вот, в общем-то, отклик с той традицией, которая связана с созданием такого вот головного убора и его декорированием. Тоже видите, да, форма головного убора. Я чуть позже скажу о новой версии, которая сегодня появилась в анализе, значит, этнографических данных по Курхарсу. Но сначала отмечу следующее, что, по всей видимости, двурогий Курхарс, символ богини-матери, был занесен на Кавказ гаргарами, гелами и другими древними ингушскими племенами, ибо он обнаруживается в большом количестве в горной Ингушетии, там, где проживали общества Алгай и Гелотхой. Крупная серебряная бляха, пришитая у основания рогов Курхарса, являлась эмблемой Луны, о которой я сегодня сказала. Ну и серебро ассоциировалось с Луной. Есть такое выражение «датовут». И почиталось у ингушей больше, чем золото. Тоже Курхарс, который обнаружен в селении Цоре. Далее. Это я просто приложила для слайда. Это я приложила для слайда. Это просто
Здесь его нету, но вообще здесь он у меня не представлен, я его не показываю. Он и среди находок, которые были обнаружены в ЦОРе, не найден, его нет, но он существовал, он функционировал. Здесь следующее– это украшение. Вот здесь как раз-таки в том курхарсе, который у нас здесь представлен, украшение автор попытался полностью продублировать фактически. Значительно в женском костюме играла, как я уже отмечала, различные украшения сердоликовые, значит, халцедоновые, агатовые, перламутровые, хрустальные, стеклянные, жемчужные, янтарные, бусы, бисер, золото, серебряные, бронзовые, височные кольца, серьги, подвески, браслеты, цепочки и так далее. Тут я хочу отметить, что в головных уборах, например, народов Дагестана, женских головных уборах чеченок, чаще всего украшаются не височными кольцами, а именно монетами. Височные кольца очень похожие на те, которые мы обнаружим в славянской культуре в этом смысле, да, как раз наблюдается исключительно только в ингушском головном уборе курхарсе. Да, если вы помните, я указала на такой головной убор, как чугл, да, который, в общем-то, упоминается как одна из видоизмененных форм курхарса. Так вот, чугл– это гребень, в дословном переводе хохол, хохол, господи, хохол, да, хохол все-таки, да, хохол. Значит, боргл, чугл– это дословно с ингушского перевода будет гребешок петуха. Это из словаря ингушского языка Тариевой и Зязика. Вот как он выглядит в реконструкции, которая сделана вот буквально совсем сравнительно недавно. Вот. То есть если вы посмотрите, то есть это такая более сокращенная в размерах своих, да, более урезанная форма курхарса, но вот эта часть, она напоминает вот тот самый гребешок, который накидывается, что называется, вот эта верхняя часть. И тут прятали значит, женщины, девушки свою основную часть волос. То есть там специально закрепляли, чтобы они не мешали. Далее. В своей работе Студенецкая отмечает, что в Осетии и Ингушетии шапочки носили реже. Они обычно были невысокими, в форме усеченного конуса или цилиндрические, с плоским дном и украшены золотым шитьем. В Чечне шапочки не носили вовсе. Далее, по-видимому, значит, в 18 и начале 19 века головной убор типа курхарса носили чеченские замужние женщины, хотя, возможно, и не все. Чеченские девушки носили, по словам Клапрота, значит, шапки черкесов. Упоминание об этом имеется и в других источниках. Все это в данном случае цитаты, я прошу на это обратить внимание. Далее упоминает автор Студенецкая, что в Чечне замужняя женщина носила на голове, значит, чухт, мешочек с, значит, незашитым дном, куда вкладывались косы. Он завязывался на темени, и при выходе за пределы дома при посторонних чухт или так называемый платок, да, закрывал косы, прикрывался еще большим платком сверху. Вот это изображение на слайде, это я сделала, в общем-то, фотографию с книги, значит, Ильича Ильясова, которая называется «Тени», как она там, «Тени вечности», да, «Тени вечности», в которой автор решил, что вот классический ингушский курхарс является чеченским женским головным убором чугл. Но чугл я специально вам показала, как он выглядит, да, вот эта самая форма уменьшенная, как говорится, да, имеющая вот этот самый хохолок, который никаким образом не пересекается с классическим курхарсом. В данном случае речь идет о том, что автор ошибся и изобразил, во-первых, головной убор, который не встречается у чеченцев, прежде всего, во-вторых, не имеющий отношения никакого к понятию чугл. Поэтому и реконструкция, кстати, вот именно этого головного убора, изображенной здесь на слайде в работе Ильясова, это работа ингушской мастерицы, которая находится в ингушской мастерской на территории Республики Ингушетия. Никаким образом она не пересекается ни с какими чеченскими элементами культуры. Ну и поскольку он ссылается на Студенецкую, я решила в данном выступлении в качестве отсылки сделать комментарий, который упоминает автор в своей работе. Действительно, она не уверена, поскольку, видите, пишет, что головной убор типа курхарса носили чеченские замужние женщины, хотя, возможно, и не все. И дальше чеченские девушки, по словам Клапрота, она же упоминает, носили шапки черкесов. Как выглядели шапки черкесов, вы видели в начале, примерно так же, как выглядели осетинские головные уборы. Да, и специально для сравнительного анализа это привожу.
И далее. В работе Самойлова «Заметки о Чечне», где рецензентом выступил Алироев, в описании чеченского женского костюма отмечено следующее. Женщины носят значит, длинные хлопчатобумажные или шелковые рубахи, надеваемые прямо на тело и составляющие часто полный костюм чеченки. На ногах носят широкие шаровары, собираемые у щиколотки и чувики, обуваемые на босую ногу. Голову обертывают они платком, под которым собирают все волосы, кроме висков, приглаживаемых по щекам. Сверх платка накидывается еще другой большой платок, почти всегда черный, который закрывает, в общем-то, основную часть спины. Поэтому нигде об упоминании Курхарса не наблюдается. Но интересно, что выдвинутая Шиллингом, Трубецким, Захаровым, Семеновым и другими исследователями в поздний период, значит, гипотеза о возможных связях, некогда существовавших между предками ингушей и древними народами Анатолии, фриги, да, фригийские головные уборы, они очень визуально перекликаются с Курхарсом и Месопотамией, получают дальнейшее развитие в современных исследованиях, пытаясь, скажем так, расшифровать некоторые материалы шумеро-урартской значит, письменности. Кавказоведы пытаются, скажем так, вот эту вот версию дополнить, довершить ее и так далее. Вот некоторые попытки в этом направлении делаются очень активно. Поэтому, если мы говорим о Курхарсе, то он действительно является, вот я специально сегодня упомянула многочисленных исследователей, которые вели свою экспедиционно-этнографическую работу на территории Кавказа на протяжении длительного времени и в разные периоды, и указала о том, что все они не ставят под сомнение тот факт, что Курхарс является исключительно ингушским головным женским убором. Он носил разный характер, естественно, с точки зрения того, что подвергался некоторой эволюции. Мы видим, что Курхарс мог быть разной формы, он видоизменялся в зависимости от эпохи, периода, сложности препятствий на пути к жизнедеятельности, как говорится, самих ингушских обществ в результате различных событий, в том числе, допустим, если мы берем с вами 20 век, очень актуальна эта дата, поскольку мы еще в феврале месяце находимся, и 23 февраля в общем, состоялась депортация ингушского народа, и в этот период, вплоть до возвращения ингушей, конечно, был утерян огромный пласт материальной культуры, который сегодня ингуши пытаются по возможности реконструировать и прежде всего сохранить. Но эта проблема сталкивается еще с одной проблемой, это попыткой подтасовки фактов, переписывания исторических значит, материалов, переписывания некоторых элементов народов, которые проживают по соседству. Очень много вопросов по понятию войнахов, которые сегодня сливают в один котел, значит, две абсолютно разные этнические культуры, в которых мы наблюдаем принципиальное различие в менталитете, в материальной составляющей и даже в языковой, несмотря на сходство, когда речь касается чеченцев и ингушей. И поскольку эти находки позднего периода, речь идет о цоринских находках, являются невероятной кладезью материалов этнографического характера, они лишь подтверждает тот факт, что Курхарс носил исключительно ингушский характер, ингушскую, скажем так, исключительно традицию. И в настоящее время эта коллекция дополняет этнографические, скажем так, материалы, которые сегодня у нас имеются. Поэтому Курхарс действительно это оригинальный, традиционный женский головной убор ингушских женщин. Он атрибут парадной и выходной одежды. Он упоминается в многочисленных полевых материалах, которые были собраны в первой половине XX века, значит, в ходе изысканий этнографических на Кавказе. Горная Ингушетия является наиболее, скажем так, яркой в этом и выпуклой, что называется, в этом отношении, позволяет нам обнаружить на ее территории огромное количество артефактов материальной культуры, и в том числе, когда мы говорим не только о значит, головных уборах, но и многочисленных украшениях, которые как раз-таки дополняли в целом образ ингушской женщины указанного периода, Средневековья. Вот, у меня, в принципе, все, и я готова ответить на вопросы. Я обещала уложиться в час времени. Да, немножко тоже пролистаю для тех, кто подошел чуть попозже. Да, да. У нас только вот один.
Войлочная. Мгм. Спасибо за вопрос. Можно я отвечу сначала на второй? Значит, по поводу социальной составляющей. Дело в том, что это головной убор исключительно женский, как я уже отметила. Да, это во-первых. Во-вторых, женщины, которые... Бытует же мнение о том, что кавказская женщина такая обремененная всякого рода проблемами и прочим. На самом деле действительно так оно и есть, потому что жизнь в горах и на плоскости, когда мы говорим об ингушской женщине, имела огромное количество, скажем так, ответственных моментов. И единственный, как говорится, период и день, когда она могла позволить себе, можно так выразиться, отречься от этой бытовой жизни и посвятить себе и общению, коммуникации, значит, в женском, таком сугубо женском кругу, это был как раз период того самого женского праздника, во время которого вот такое украшение обязательно было атрибутом, присутственным элементом, что называется, да, то есть вот не без этого головного убора сложно себе представить было это мероприятие. Оно было раз в год, обычно весной, в тот период, когда, в общем, все связано было с периода благоденствия, что называется, да, весеннего. Это, во-первых. Во-вторых, этот головной убор не имел какой-то принципиально сословной характеристики по одной простой причине, потому что у ингушей не было сословий. Единственный этнос на Кавказе, у которого не было деления на какие-нибудь социальные группы в этом смысле, в отличие от других народов, у которых были там князья и прочие социальные страты. Здесь они не присутствуют, поэтому и предположение о том, что вот этот головной убор встречается исключительно там среди женщин, принадлежащих, как говорится, каким-то, значит, очень знатным семьям и так далее, это оказывается не имеющим место быть, поскольку он очень часто встречается. Единственное, его, возможно, там изготовление, там материал, роскошь, она могла иметь какие-то отличительные особенности, да, там от села к селу, от региона к региону. Это во-вторых. Также, если мы говорим я не очень поняла вот эту социальную, вы имели в виду, что о жизни людей, да. Но если мы говорим о жизни людей, нужно здесь понимать, что для женщины очень важно было иметь какую-то вот эту вот, как говорится, атрибутику, которая ее бы резко даже не различала и не отличала, а просто она имела возможность предстать во всей своей красе. Во-первых, я упомянула тот факт, что женщины, находящиеся до брачном, вне брачном отношении, да, могли себе позволить носить курхарс. Это, во-первых. Во-вторых, те, кто были в браке, но до рождения первого ребенка. Это была такая традиция. Потом женщины убирали свой курхарс, значит, в тот самый сакральный сундук и потом передавали его по наследству. То есть это был такой исторический, такой, значит, внутрисемейный, что называется, артефакт. На праздники одевали, да, как правило, обычно. Есть упоминание о том, согласно этнографическим данным, что во время свадебных, увеселительных и прочих мероприятий женщины как раз надевали курхарс, и это считалось таким праздным, именно праздным головным убором. Вот именно тот тип, который я сегодня здесь представила, да. Те формы, которые будут усеченные и встречающиеся в поздний период, они носят такой, более широкий характер. Некоторые они вообще упрощенные, потому что их можно было, в принципе, повседневно использовать. Почему это повседневность я упоминаю? Потому что женщины на Кавказе в целом, как нам известно, и в Ингушетии в частности, без головного убора не могли никуда выходить. Обязательно волосы прятали. Волосы считались такой очень сакральной составляющей, притягивающей всякого рода энергетику, поэтому их пытались тщательно скрывать. Если вы видели, даже в случае с чеченцами, я упоминала, помимо основного платка, еще накидывали темный сверху большой платок, который скрывал не просто волосы, но еще и спину. Поэтому, да. И, конечно же, данный головной убор очень резко отличал ингушскую женщину от любой другой северокавказской женщины. Это и упоминается на многочисленных этнографических изысканиях как раз-таки. Волосы убирались, да, переднюю часть прятали здесь. Или вот тот самый
Еще раз. Мгм. Нет, усеченная форма – это поздний период. Вы должны понимать, что это период поздний уже. Это когда уже Курхарс не столь становится эксплуатируемой. Вот это, да, вот это вот срезается, вот эта часть, и получается та форма, которую мы сейчас часто встречаем, как черкесская шапочка, да, встречающаяся у осетин, у прочих народов, это именно конечный результат эволюции, как говорится, самого Курхарса. Вот он часто встречается. Это, как мы видим по датировкам, определяется разная периодизация. Нестеровские вообще там чуть ли не V веком определяется, да, значит, происхождением своим. Но здесь нужно обратить внимание на то, что волосы прятались, действительно. И вот тот самый чугол, который я упомянула, помните, у него форма тоже позволяла волосы что сделать? Поднять и спрятать. Поэтому есть понятие там харс и харца, опрокинутые вперед, запрокинутые или опрокинутые, что называется. От этого и различалось само наименование головного убора. Да. Да, потому что я не понимаю, если Курхарс носили девушки, если Курхарс носили девушки, значит, девушки тоже должны были закрывать волосы. Да, волосы закрывались, да. Не у всех народов. У большинства народов, кстати, не только. Есть косы, я понимаю, это да. 20 века русские закрывали волосы. Нет, ну как бы тут такая женщина, что женщины на Кавказе закрывали, это практически правило для всех народов. Но девушки у русских не закрывали волосы. Я поэтому и спрашиваю, ингушские девушки. Закрывали волосы, была шаль сверху. Да, да, но мы же говорим о периоде Средневековья. Если мы возьмем с вами 19 век, то там меняется головной убор, и под этой вот конусообразной шапочкой уже не спрятать эти волосы, понимаете? Да, они уже что, косами спадают, но при этом, при всем сверху покрывается что? Шаль. И нужно еще обратить на внимание, что во время до сих пор сохранилась традиция, когда невесту выводят из дома, вот поверх этой шапочки покрывается вот эта тонкая фата, да, прозрачная, но поверх этой фаты покрывается еще дополнительно плотная шаль для того, чтобы эта девушка взглядом не пересекалась с другими, там, значит, родственниками, близкими, значит, соседями, неважно с кем, тем самым она пытается, что, в общем-то, сдержать, вернее, там, как говорится, проявить свою скромность, сдержанность, не показать, не продемонстрировать никаких эмоций в этом отношении и так далее. Вот для меня был ужас, когда меня выводили буквально из дома во время свадьбы, и, значит, вот это вот был очень сильный ветер, и вот это, получается, верхняя, вторая фата, которая закрывала мое лицо, и я никого не видела. Не на этот, а вот я вам сейчас покажу на современный, нет, усеченная форма, которая сегодня встречается в качестве свадебного головного убора, да, почти у всех народов Кавказа, да. Нет, рог сам по себе существует, здесь нету. Я поэтому сказала, это средневековый голов... Курхас. Да. Ну, я говорю о поздний период. Вы не услышали, я сказала поздний период, 19 век, начало 20 века. Я говорю сейчас о другом, о том, что вот меня спросили по поводу усеченной формы, вот это часто встречающейся. Я привожу пример. Да, да. Вот, например, у Крупнова, согласно Нестеровскому могильнику, он упоминает V век, например, датирует. Да, другие ученые, Семенов и прочие, упоминают период там со Средневековья, начиная там 16 века и там по практику бытования Курхаса вплоть до 17, 18, 19 века. У каждого из исследователей, поэтому я и говорила о том, что разница. Носили, конечно, носили. Праздничные мероприятия, да. В первый раз ну, я так предполагаю, в тот момент, когда, в принципе, она могла уже быть потенциальной невестой. То есть, когда она могла... ну, это не обозначено, нет такого. Нет, я предполагаю, потому что все они встречаются уже такие основательные, ну, с точки зрения того, что это уже на сформировавшуюся полноценную голову, по крайней мере, крою. Да, да, когда ее можно уже, в принципе, выдавать замуж, когда она может быть засватана, да, да. До рождения первого ребенка, да. Да, да. Потом она передает.
Но дословный перевод, как я уже упомянула, вы просто поздно подошли, это означает рог, да, рог. Нет, почему? Кур, слово, мы же говорим о национальном ингушском языке, он же бытует не с вчерашнего дня, извините, он достаточно древний, и дословный его перевод это будет... Сам термин всегда использовался именно в таком амплуа. М. Здесь функциональность только тотемистическая, она связана исключительно, поэтому я упомянула в начале лекции, с религиозностью. Волосы прячутся в этой части, то есть можно их поднять сюда и спрятать. Я это могу вам визуально показать. Загиб существует сам по себе, он связан исключительно с религиозными верованиями. Поэтому есть понятие запрокиданные волосы или опрокиданные. А что вас смущает? Вот эта часть, вот сюда волосы не... Вот она основательная, понимаете? Волосы поднимаются, прячутся под основной частью. Все, зачем их сюда куда-то прятать? Этой необходимости нету. Орнамент, вот, да, орнамент представлен, вот, да. Орнамент я еще показывала на слайдах. Да, да. Вот здесь древний, он по Крупновскому как раз реконструкция сделана, да. Дизайнер работал по как раз-таки самым древним мотивам. Как я это определяю? Я думаю, это связано исключительно с тотемистическими... Что? Это конкретно животное. В данном случае в пантеоне средневековом, значит, религиозном у ингушей были, значит, тотемные животные конкретные, которым они поклонялись. Например, если мы возьмем с вами Тушоли, да, это вообще, в общем-то, является богиней женского начала, изображается она в виде птицы, и птица считалась очень сакральным животным, поэтому удот, да. Возьмем с вами, допустим, та же самая корова, рога, это тоже было сакрально, как в качестве животного. М? Это есть такое, но оно есть такое, но оно не может быть здесь упомянуто по одной простой причине, потому что слоны не обитают на Кавказе, как известно. Но с другой стороны, вот рог животного, здесь идет речь об этом, рог животного. Загнутый вперед, да, да, загнутый вперед. Рог животного. Ну вот, не только, ну, так, смотрите, еще один момент обозначу. Вот я упомянула птиц, во-первых, да, но почему птицы считаются тотемными животными? Потому что орнаментальные рисунки изображаются в виде полета птица. Ну, но это конкретно не похож, потому что он и не представляет. Если мы возьмем другие какие-то орнаментальные рисунки, которые я представила в презентации, вы увидите. Ну вот здесь я вам показывала на презентации, я же не буду на пальцах вам показывать, они здесь пересекаются, перекликаются, встречаются часто. Да, конечно. Давайте, сейчас я найду. Давайте. Так, вот смотрите, видите, вот. Мгм. Сейчас их пытаются установить, точно конкретизировать. Но я думаю, что речь идет конкретно о 15 веке, 15-16 век. Да. М? Там не так, потому что свет могли построить в поздний период, а Петах начала функционировать еще раньше. Поэтому здесь очень сложно будет. Если мы опираться будем только на склеп, если мы говорим об артефактах, то их датируют вот примерно 15 веком. Там это еще, вот понимаете, это только в 22 году. А, да, эта работа еще ведется. Мгм. Да. Мгм. Да.
Вот это то, к чему я пришла в результате. Если вы видели последние слайды, мои последние слайды, я как раз... Там чеченцы, да, есть еще вариант осетинского. Я не нашла, к сожалению, фотографии, но у них уже используется головной убор курхас, но в качестве мужского головного убора. У них танцевальный ансамбль выступал где-то за границей. Да, абсолютно. Безусловно, безусловно, это неоспоримый факт. Она ответит, скорее всего, что она не знает. Не знает. По одной простой причине. Потому что, в принципе, если мы вот к вопросу Курхаса подходим, то они могут обозначить максимум чогл. Чогл они могут. Или чутх. Да. Это другая, да, это просто хохолок. Тот самый хохолок, о котором я говорила. Да. Мгм, мгм, мгм. Это цитата, кстати, это не мои слова, это цитата. Нет, нет, это цитата. Я специально все взяла в авторские цитаты. Мгм, мгм. Да, 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 да. И для тюркских мужчин, в том числе турецких. Поэтому это была цитата. Я поэтому упомянула. Турки могли быть только в поздний период. Это как, знаете, тюбетейка та же самая. Да, я согласна с вами, да. Но здесь, если бы были тесные связи, я еще могла бы предположить, тесные связи с Турцией возникали только в поздний период. Мгм. А, Пестовали, да. Да, да. Мгм, мгм. Есть такое, да. Ну вот это слово «кур», еще дополнение ко всему, нет, нет, кур еще дословно означает еще, как бы это выразиться правильно, в ингушский манер это понятное выражение. Это такое, значит, возвеличие, необычность, пафосность, оригинальность, нестандартность, креативность. Вот так это можно перевести, понимаете? Поэтому эта форма, иногда вот это слово кур, помимо вот тех, значит, понятий, которые я сегодня упомянула, ссылаясь на конкретные словари, есть версия о том, что это связано именно с такой попыткой презентации. То есть вот эта форма, необычность такая, знаете, какой-то некий вызов даже, что называется, по своей форме. Да, да. Вы знаете, судя по находкам, в лучшей степени сохранилась, конечно, кожа. Вот я сейчас покажу вам, вот где-то у нас здесь есть. Да, да, где узоры, да, сейчас минуточку покажу. Вот, да, текстиль, понятно, вот видите, вот тут лучше всего. Это вкрапления, которые, вот, ну, это то, о чем я говорила. В 22 году обнаружена в разрушенной части склепа целая коллекция, что называется, 11 курхарсов. И вот эта часть, вот эта внутренняя, получается, вот здесь, вот эта вставочка, где-то она из кожи. Ну, я вам говорю, его сейчас пытаются определить, но ориентировочно до 15 век. Да, да. И вот эта ставка, видите, она очень хорошо сохранилась. Очень хорошо сохранилась, и видна вот эта работа, такая очень искусная. Далее, вот по поводу, вы спрашивали тотемности, что называется, да, давайте обратим внимание на орнаментальные рисунки, которые встречаются, да. Голова птицы тоже есть версия, есть, есть.
Но видите, это немножко другая форма. То есть курхарсы носили тоже абсолютно разный характер. То есть их можно тоже отдельно классифицировать, как Стодинецкая поработала с усеченными, как говорится, головными уборами. Форма разная. Вот это, кстати, вот именно по этому макету реконструкция, да. Сейчас уже, в общем, когда пытается вот некую репрезентацию сделать курхарса, девушки уже не прячут волосы, то есть оставляют их позади вот так вот. Иногда это могут быть косы, что называется, головной убор сверху, потому что не очень неудобно. То есть если возможно было максимально реконструировать с учетом вот этой текстурности ткани, да, и вот этого войлока и так далее, здесь, конечно, не войлок, понятное дело, здесь вообще фактически пластмасса, если мне по ощущениям, по крайней мере, да, поэтому, конечно, это немножко не такая гибкая, податливая форма курхарса. Та, соответственно, была более ноской, что называется, более комфортной и так далее. Но поскольку это все-таки очень сложный головной убор и очень праздный головной убор, его не носили в повседневности своей. Поэтому и были созданы, что называется, и образованы вот такие чугалы. Видите, вот этот вот под номером 3 головной убор, который более был удобен для повседневности своей, ну или не обязательно на праздное мероприятие, ну, просто выйти в народ, там, не знаю, сходить к родственникам и так далее, и так далее. Вот. И Нестеровский могильник, 5 век до нашей эры, тут вообще датируется. Далее, вот здесь, видите, тоже орнаментальные рисунки, цветочные мотивы очень часто встречаются, да. Поскольку в поздний период уже нельзя было, в связи с исламизацией, нельзя было изображать что-либо живое по понятным причинам, да, значит, ислам это очень категорично в этом смысле, то, конечно, основные рисунки и все остальное было исключительно цветочных мотивов таких. Это вот та самая усеченная форма, так называемая, да, о которой я сегодня говорила, идут цитаты, вы видите в том числе а, относительно Калоева. Это все известные ученые, Крупнов, Семенов, Виноградов. Вот, да, да. Но это тем, кто подошел позднее. У нас, по-моему, в чате. Ну, я бы, честно говоря, датировала периодом, который близок к Крупновской, значит, к крупновским исследованиям. Он это определяет даже периодом до нашей эры, что называется. Потому что вот эволюции он подвергался, это видно, и для того, чтобы функционировал головной убор энное количество времени, нужно, ну, достаточно большое время в этом смысле выделять периодизацию. Соответственно, там одна форма могла функционировать там 100-200 лет, например, если мы возьмем в общей сложности. Потом видоизменялась. Опять мы говорим об эпохах, о каких-то событиях, очень серьезно оказывавших свое влияние. На Кавказе мы знаем, и монголы были, и аланы, и прочие, в общем-то, различные завоеватели, которые тоже вносили свои коррективы, что называется, в жизнедеятельность местного населения, поэтому и что-то путем диффузионизма, когда взаимопроникновение элементов тоже наблюдалось как в качестве, как говорится, даже той же самой материальной составляющей мы можем обнаружить и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что этот головной убор, если бы он сохранился, естественно, но опять есть проблема, то, что не все раскопки можно реализовывать на территории Горной Ингушетии в полной мере из-за того, что в основном это считается заповедник, и вот тут даже тот же самый случай, случайный, как говорится, случайные события, связанные со склепом, позволили нам, ну да, поднять, как говорится, на поверхность огромное количество артефактов. Такие археологические раскопки проводить очень сложно в регионах. Там. То есть мы увидели бы еще более древние, я так могу предположить. Мгм.
Вот вопрос заимствования, вот это тот вопрос, к которому нужно отнестись весьма аккуратно. Сегодня есть часть исследователей, которые убеждены, что, значит, поскольку очень много было пришлых обществ и племен ингушских на территории современной Горной Ингушетии, возможно, что они вместе с собой, как говорится, ну, переносили вот эти элементы, в том числе головного убора. Возможно, вот такая связь. Я не могу сейчас говорить со стопроцентной вероятностью по понятным причинам, потому что те исследователи, которые этим занимались, в том числе не дали стопроцентного ответа на этот вопрос. То есть это то, что требует еще, там, скажем так, долгой исследовательской практики своей. Да, да, это очень сложно об этом говорить. Но мне кажется, что не то, что есть параллели, но сходство, оно очевидно, и возможно, что заимствования, конечно же, были, да, да. Но кто от кого и кому, вот это другой вопрос. Мгм. Да, 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 да. Я думаю, что да, потому что вот даже вот эти остаточные мероприятия женского праздника, когда женщины могли чуть ли не джигитовать, умело использовать холодное оружие, демонстрировать свои навыки боевого искусства, что на самом деле в повседневности своей явно они не демонстрировали, но здесь себе ни в чем не отказывали, свидетельствует о том остаточном влиянии, которое, остаточном моменте, который имел место быть, ну вот как раз-таки с периода, когда возможно, на территории Кавказа жили, существовали, функционировали как племена амазонок. И во многих, в общем-то, упоминаниях, если мы возьмем с вами античные источники, да, о которых, Сергей, вы говорите, там как раз и упоминается, что это были исключительно женские так называемые отряды, которые имели вот эти своеобразные головные уборы, напоминающие рог, то есть, ну, здесь прямая связь, она наблюдается. Но вот ее надо именно развивать, доказывать, изучать более глубоко, подключая многочисленные источники. Но я хочу сразу отметить интересный момент. Буквально сравнительно недавно, мне эта книга еще пока не попалась на руки, но переведены работы арабских путешественников, арабских исследователей, то есть с арабского языка на русский язык, соответственно, в которых связь Сармата, Алана и прочими, значит, племенами ингушей, она как-то выстроена. Вот это исследование Гульнары Хазбиевой, если не ошибаюсь, да, она уже вышла в свет, это 2 тома, если мне не изменяет память, уже была презентация в ней Чахахриева, и я думаю, скоро время получим, можно будет посмотреть, каким образом она магистр исламских наук, переводила с арабского на русский язык, то есть там прям проделана качественная работа. Человек 4 года заперся дома, занимался исключительно только переводикой и вот анализом. Поэтому я думаю, что новые источники, мы просто не все источники имеем сейчас в наличии в этом смысле, да, ну и есть источники, которые требуют там перевода, например, Клопрот, так, ну, о котором я сегодня очень много говорила, та книга, которая переиздана, имеет там современную, скажем так, популярность. Оказывается, если посмотреть немецкий текст, то там очень многое в переводе имеет различительные вот эти вот особенности. То есть если мы имеем навыки переводить с оригинального текста, то можем обнаружить, что там еще более богаче содержание материала. То есть вся проблема в том, что нам нужно понимать источники оригинальные и заниматься переводом качественным. В настоящее время? В настоящее время никто его не носит. Вот в таком виде, Сергей. Это я сейчас прям выйду в народ. В метро, ну, я и говорю в народ.
Вот тут я с вами согласна, потому что я уже как-то на прошлом семинаре упоминала, что есть тенденция арабизации культуры через процесс реисламизации 2000-х годов, и сегодня очень много то, что было традиционно ингушским, в том числе некоторые обрядовые ритуальные практики во время свадебных мероприятий тоже, в том числе практически ну, нивелируются, их стараются минимизировать, поскольку есть отсылки к тому, что они якобы языческие. Ну, а по поводу Курхарса, мне очень сложно представить себе, чтобы кто-то сейчас вот в данный момент вышел, как говорится, в народ в таком головном уборе, хотя я, наверное, была бы первая. Вот. Но в целом нету сейчас такой тенденции, что женщины готовы, я думаю, ну, как бы в таком головном уборе, в общем-то, выходить куда-то в люди. А, я думаю, они как раз упоминают о том, что я могу даже процитировать, они как раз отмечают, что они хотели бы ввести этномоду на Курхарс для того, чтобы он стал возможным для того, чтобы его носили ингушские женщины, да. Но как это получится, каким образом это будет происходить, это очень сложно себе представить. Да, пожелаем им успеха, конечно, да, да, но там еще, да, конечно. Сейчас вы можете читать или отвечать. Давайте. Такой еще экран тяжелый. Да, есть вопрос относительно того, да, головной убор и отношение к амазонкам. Ну, я уже упомянула, что, на мой взгляд, имеет тесную связь, но этот вопрос требует еще более качественного исследования, досконального с исключением большого и широкого спектра источников. Но я думаю, что в целом с новыми данными и материалами, которые мы получили сейчас и в 2022 году, я думаю, что этот вопрос будет иметь свое продолжение. Так, да, понятие сув было у ингушей или других народов также имели что-то подобное. Сув понятие является исключительно ингушским, кроме ингушей нигде не упоминается подобного рода понятие и терминология, которое тем более включает вот такое глубокое содержание, значит, в значение свое, где, в общем-то, речь идет о женщине очень высоких нравов, навыков и прочего-прочего. Нигде я упоминания еще не встречала, при том, что, в общем, изучала в этом смысле достаточно широкий спектр материалов. Так, Курхарс упомянут в 30-х годах 17 века в списке русских послов, проезжающих через Ингушетию. Об этом я сказала, да, то, что в 1638, если мне память не изменяет, году есть самое раннее упоминание о Курхарсе, в том числе, когда речь касается русских послов, которые перемещались в Грузию через территорию Горной Ингушии. Да, так. Сейчас, секундочку. В частности, Черкес. Если много курхарсов было обнаружено на территории Ингушетии современной, тот факт вы указали. А что насчет других территорий современных, где редко? Ну, в общем, да. Я прокомментировала, я сказала, что Ингушетии не было как территориальной, как говорится, такого этнообозначения. Мы сами понимаем, что даже сами народы себя идентифицировали как галгай, жители башни, жители горной местности. Это во-первых. И плюс к тому, что не было еще такого принципа, там, не назовем это этнической, гражданской идентичности, как сегодня принято это говорить, было представление о том, что есть общество, они все галгаевские, да, говорят на ингушском языке, и друг друга определяют как вайнахи, то есть люди, говорящие на нашем родном, близком языке. Да. Мгм. Непонятно. На других территориях не обнаружено. Было бы обнаружено, я бы об этом упомянула бы. И я упомянула многочисленные исследования, которые проведены были на протяжении всего 20 века русскими исследователями. Да, нету.
Вопрос непонятный. Родители нарушивших общество. Но какой термин использовали? Самообозначение там было разное. Там и кисты были, и, значит, горгореи, и, значит, совинцы, значит, джейрафовцы, карабулаки. Это были общества, и общества по территории проживания, да, да. Их много курхарсов, там по некоторым источникам чуть ли не 20 типов их насчитывается, есть еще больше. Об этом я сказала, да. Как функции отсюда связаны с Так, по поводу Турции, Осетии, это был вопрос из аудитории, да. Ответить, что никаким образом, да. Все. Еще нет, да. Да, конечно. Спасибо большое. Хорошо. Ну, с конца начну. Классический вид, на мой взгляд, это вот тот, который все чаще и чаще встречается у нас в различных описаниях этнографических, и чаще всего это именно такая форма. То есть это очень сильно такой очень огибаемый рог, что называется, основную часть головного убора. То есть вот это вот классика, что называется. Далее мы видим усеченную форму, видим мы так называемый, значит, я пролистаю, если не пролистается уже. Да. Цори, надо говорить. Сори. Цори. Вот в Цори там Курхарс, он даже больше не такой, Да. а он у него такой плоское, как у нас. Да. Почему тогда это классическое? Это по крупнову реконструированы, во-первых. Во-вторых, потому что из всех этнографических описаний чаще всего встречается именно эта форма. Да. Это, во-первых. Во-вторых, по-моему, вопрос был связан с, простите, соотнестись. Вот это очень сложно, знаете, по одной простой причине, потому что до сих пор мало материала, да, то есть мы как бы видим, вот, допустим, в селении Нестеровское это одни материалы, да, обнаруженные, далее мы видим сейчас Цори. Если бы мы имели возможность, по крайней мере, в каждой из территорий, областей проживания разных ингушских обществ выявить вот эти этнографические материалы, эти здоровые, мы могли бы тогда это систематизировать, как-то, ну, вот этот вопрос актуализировать.
фиксировать. А так пока, да, нужны материалы, да, археологические раскопки, материалы. И третий вопрос у вас был связан с, сейчас, да. Я поняла. Я здесь, возможно, неправильно высказалась, неправильно говорила в этот момент. Дело в том, что в 40-х годах та женщина, о которой я упоминала, это не ее личный курхарс, это ее бабушки там курхарс, который, то есть получается, начало 19 века, это еще последние мероприятия, последняя женщина, девушка Сув, так называемая, которая, помните, хранился, да, и она его перевезла, потому что для нее это была реликвия, она ее носила, да. Мгм. Есть, как вы говорили, что с исламизацией отношение к этому головному убору изменялось, то есть он считался как бы языческим, то также до начала 20 века женщины носили. Потому что исламизация в начале 20 века, мне кажется, как бы состоялась. Объясню. Поэтому и носили это, так, во-первых, носили не все, как я уже правильно сказала, да, до этого. Во-вторых, исламизация где-то, например, последнее селение Гвилетии приняло в полной мере, ну, скажем так, тотальный ислам буквально в периферии 19-20 века. То есть еще остаточные сохранялись явления язычества. Я уже не говорю о том, что последний жрец еще жил языческий в начале 20 века, да, то есть Хаутиев. Поэтому это вопрос к тому, что в зависимости от влияния, меры проникновения, специфики проникновения, да и самой идентичности, скажем так, да, насколько она была действительно такая, в общем-то, такая рьяно консервативно-ортодоксальная, да, вот от этого все зависит. Поэтому я думаю, что именно потому, что это были общества, по-разному они принимали, в разной степени оказывало на них влияние, это и сказывалось. Это и сказывалось, да. Пожалуйста. Конечно, луна на Кавказе, она почиталась. И не только ингушами, да, и не только теми, кто носил курхарс. Поэтому связывать особое отношение к луне с курхарсом не стоит. Поэтому я сказала, есть бытовая... Вот та примета, которую вы сказали, она существует на очень широком ареале. Да. При появлении новой луны, которая растет, именно показывали блестящую, там, серебряную, светлую денежку, чтобы они также росли. Это никак с курхарсом и с тем, что на курхарсе изображена луна. Я привела в качестве примера, но опять это была ссылка, отсылка, да, чтобы вы понимали, да, это не только мои слова. Серьезно? А так можно было? Если так можно было, то вообще можно чудные вещи творить. Да, пожалуйста.